системы омбудсмена в школе, есть и другая. Не будем забывать, что дети в пылу своих обид могут рассказать много лишнего о родителях. А люди, которые работают в спецслужбах, вот если вы с такими людьми столкнетесь, они вам скажут, что это только принято считать, что сегодня всю информацию о человеке можно добыть из интернета. Из интернета можно добыть 10-15% нужной информации. Все остальное – это сведения, полученные от близких людей. Это самое драгоценное. Ребенок – это очень близкий человек, он живет со своими родителями. Среди родителей, кстати, могут быть и крупные политики, и бизнесмены, и люди, которые занимаются секретными разработками. Поэтому сведения, полученные от хоть и несмышленышей, но живущих рядом, могут быть очень драгоценны и тоже послужить, предположим, для шантажа такого человека. И мало ли еще для чего. И мало ли куда это попадет. Я уже сказала, что начальство у таких людей может быть не только в стране, но и за ее пределами. Вот. Так что это очень опасно. Это сегодня уже повсеместно распространяется. Уже все учителя знают, и директора школ знают, что у нас в школах будут омбудсмены. Вот, кстати говоря, ювенальные технологии в школах – это не только омбудсмены, это омерзительные просто по содержанию анкеты, которые раздаются детям, касательно их здоровья, касательно условий жизни, характера родителей, досуга совместного. Есть вопросы и такого типа: ругаются ли родители между собой, ругают ли тебя, как тебя наказывают. Вот это тоже разведка, которая, кстати, противоречит нашей Конституции, потому что в нашей Конституции записано право на конфиденциальность частной жизни. Это право грубейшим образом нарушается. Впрочем, очень многие статьи в Конституции, и не только в Конституции, прописанные, а и в Семейном кодексе, нарушаются всякими ювенальными пакостями. Ну вот это кратко, что